В принципе, наступило у нас лето. Уже 7 июня, и черемуха вся в цвету. Интересно, какой урожай будет? Завтра еще солнце, а послезавтра и дальше потихоньку дожди будут идти. Посмотрим. Анастасия Батьковна с Кослана напугала, говорит, вода поднимается, ужас. Пришлось посмотреть, съездить, а у нас что делается. Падает, и падает нормально. Несколько дней назад приехали, тюкнулись только носом к берегу, а сейчас она вся на суху. Падает вода, падает. В прошлый раз Михаил Николаевич покритиковал, говорит, редко лодку посматривайте, вдруг унесет, в Белое море. Решили почаще. Выяснили, вода падает. То есть пока ничему не угрожает. По крайней мере, нашим лодкам. Да падает так сильно, что не все успевают лодки спускать. Какие мы. А самые ушлые, считай, дальновидные, уже к летнему мелководному сезону готовятся. Красят свои деревянные лодки. А кто-то только сейчас спускает на воду свои плавсредства. Так, ну что, наша лодка с водой? В принципе, это неплохо, не дырявая, значит. Плохо то, что до реки, далеко стало. И вода далеко. Народ уже готовится к летнему мелкому сезону, если он будет. Надо готовиться тоже покрасить. Воду убрать и пускай сушится. Но первый шаг, надо сначала подготовиться. Ухаживать за лодкой сейчас будем. Воду откачивать. Дождевую воду. А хер его знает. Весной, может, лодки проезжали и волной забрызгивало. Дополнительно. Ну что, поехали. Так, ну сейчас я песок порубать буду. Ну, хоть так нам вода пригодилась в лодке. Не говори. А то река-то ушла. Помыли первый сорт, блестит даже. Дофига грязи нагнала. Не зря помыл. Ну, побольше доску и по суше назад. Куда? Сюда будешь стоять? Да, сюда. Легче развернуть. Ну, благословите течь. Стой. Подержи. Не растет. Сюда. Одиссей. Ну, осталось подождать, пока подсохнет. В первую очередь снизу. Вот так весь июнь идет у нас. Дожди с редкими солнечными днями. И дожди-то нормальные. 15 июня. Тепло и постоянные дожди, все расцветает. Уже расцвело. Сирень зацвела. И единственная в округе яблоня тоже зацвела. Ну а родной для наших мест рябине сама природа велит цвести. И цветет, в принципе, нормально. Как дальше будет? Ну, погода точно благотворит. Такой маленький кустик рябины и то зацвел пышным цветом. Красота одна. Дожди отхлестали. Надо посмотреть лодки. Дофига вода поднялась на реке. Дофига, наверное, метр подпрыгнула. Да, капитально поднялась. Сегодня 17 июня, а вода на реке у нас, а вода почти как весной, в половодье была. Мы примерно при такой воде и отплывали, когда на охоту поехали в начале мая. Круто. Вода кругом. Так, вода держится прилично большой, но рано или поздно, летом, должна же мелкая вода быть. То есть лодку готовить надо.
Так, вторую краску надо отколупать, конечно. Так, сейчас посмотрим, как лучше вверх ногами чистить. Так, ну что, чтобы травма безопаснее было, туда ее. О, песка сколько. Ну, чистим так, что сделаешь. Хорошо, что я не очень маленький. Маленький пацан был бы, тут придавил этой лодкой бы. Ну, чистим так, что ж. Ай, блин! Нихрена себе. Нога в яму попала. Слушай, Валерий Батькович, что-то мы стали лодку готовить к мелкой воде. Судя по этому году, мелкая вода, как думаешь, будет? Вчера в эфире про МЧСников они отчет писали. Говорят, что июль будет жаркий. Июль. Июль, да. То бишь мелкая вода, в принципе, должна быть. Наверное, должна быть. Ну, осталось дождаться. Потому что сегодня-завтра еще солнце, а потом снова дожди ливанут. Если прогнозу верить. В общем, я думаю, в июне, может быть, еще и на Казанке поход будет, да. Большая вероятность. Такая вода, вон как весной. Вот здесь мыть хотели, воды не было. Да, а сейчас рядом, вон, за пару метров. Кусты вон в воде. Это мы зря помыли, надо было подождать просто. Ну, Валерий Батькович, я начинаю. Вот сюда, наверное, положим. Продавец в магазине убеждал нас масляную взять. Даже интересно, что у него масляную никто не покупает? Наверное, плохо. Наверное. На валиком там, где широкие поверхности. Приветствую. Приветствуем. Валера, что, на рыбалку собираешься? Нет. Мы к мелкой воде готовимся, блин, а воды мелкой нету. 3 дня назад поехал. Думаю, дай-ка сети поставлю. Как раз вчера жены день рождения. Около понипурта стою. Смотрю, вода туда прет. Ничего себе. С реки Понипурту. Ну, сам ты понял, да. Да. Значит, вода идет на подъем, елки-палки. Да. Ну, дожди такие были. Ну, рано или поздно мелкая вода когда-то должна быть. Летом. Лето или не лето? А вот этот песок я все убираю. Ну, мы старались убрать. Видишь, у тебя Вижу. видишь, тряс. А ты щеткой не делаешь, что ли? Да я с утра, блин, с 6 утра только щеткой чистили, блин. И крутили лодку. А как ты чистил? Смотри. Вот с металла надо в первую очередь. Не дави на нашу совесть, блин. Я уже глаза закрываю. А смотри, зато Нет, там красота. Ты знаешь что? Ты потому что щетками занимался, ты лодками занимался много лет поэтому. Ты же много ездил. Да, не слабо. А вода вообще подняла сильно. Ой, так у меня лодка где-то. Да чуть не метр поднялась вода-то. Неделю назад приезжали, у нас лодка, казанка, высоко на суше Да была. вон сейчас вода. Сейчас плавает вон. Так, за разговорами поллодки пократили, не заметили. Ну что, Валерий Батькович, блестеть начала наша лодка. По сути дела, это косметический ремонт. Что-то рассчитывали краску, может не хватить. Так, внутри покрасили, переворачиваем. Иди подержи, я нос еще поправлю. Опускай. Класс, вытерпас. Ну, надеюсь, с валиком хватит. А у нас где-то еще литр краски есть. Это, Валерий Батькович, в маленькой воде готовы, правда, вода чуть не весенняя, большая. Но все равно готово. Готовы. Будет ли маленькая, Бог его знает. Если не будет еще лучше. Ну да. Ладно.
Это нам солнечный день хорошо попало. Да. Через пару дней снова дожди начинаются. Но начало лета, то бишь июнь, в принципе, нормальное. Тепло и дожди. Надеюсь, ягодный год будет.